Вообще, что такое генеральный план, из чего состоит, да? Он состоит из текстовой части и из картографии. Есть вот два тома, вот таких толстых два тома. Текстовой части – это положение, где описываются основные положения, анализы там, да, и материалы по обоснованию. И, соответственно, картографическая часть. Вот начинаем с границ городского округа города Иркутск. Здесь в первую очередь вот этот раздел, он показывает, в каких границах наш округ и в каких границах вот населенный пункт город Иркутск и наши вот пригороды. Каждый имеет свою границу. Они здесь обозначаются. И что здесь вот изменено, да, вот на сегодняшний день. Получается, все границы остались у нас по-прежнему, но вот три точки, которые вот видны на экране, да, вот это как раз таки территории земельных участков многодетных, которые находятся вот на горе, и они вот постановлением правительства Российской Федерации переведены вот в соответствующую зону дальше. Они вот за счет того, что будут включены в черту населенного пункта, они уже превратятся в земли поселений. Соответственно, появится статус ИЖС. Это вот из-за вот этих согласований мы не могли утвердить вот наш генеральный план ранее. Сейчас вот все процедуры прошли, и вот эта черта у нас должна быть сейчас вот как бы утверждена этим документом. Это практически отдельные поселки со своей инфраструктурой, со своими объектами. Сейчас уже подход другой, да. Ранее нарезали и раздали, а сегодня уже планово идут к выделению земельных участков подготовленных. Соответственно, есть просека, есть дорога, есть коммуникация. Давайте перейдем к следующей карте. Да? Вот основная карта, которая показывает как раз таки вот зонирование, функциональное зонирование. Это означает вид использования территории. Соответственно, для обывателя вот посмотреть, это вот просто вот, цветные вот такие картинки, яркие картинки, да, как будто бы мозаика. Здесь каждый цвет обозначает свой вид использования. Например, вот то, что вот красное, это вот многоквартирная жилая застройка, а желтое это индивидуальная жилая застройка. Соответственно, каждый вид обозначается своим назначением. Например, то, что у нас было заложено в старых генпланах, вот промышленная зона, она обозначена вот коричневым цветом, да. Вот район промышленного округа Даркалах, это в таком же зонировании они в этом месте как раз и предусмотрены. Здесь вот то, что мы посмотрели по землям многодетных, вот по Вилюйскому тракту, Маганский, Намсырский тракты, они вот обозначены вот зоной развития индивидуальной жилой застройки. Светло-желтым цветом показывается сельхозземля, сельхозиспользование, лесной фонд, показывается вот зона туристического обслуживания, то есть вот сопки мы обозначили, проектировщик обозначил вот таким видом использования. Здесь вот видно, что вот хатасские земли, да, то, что постоянно задают вопросы, по левой стороне от Покровского тракта, они вот тоже оставлены землями сельхозиспользования на сегодняшний день. Но здесь на отчетах главы, которая прошла по пригородам, по городу Якутску, здесь на вопросы жителей была представлена позиция Евгения Николаевича о том, что при комплексном подходе мы готовы эти вопросы дальше рассматривать на уровне генерального плана. То есть генеральный план как раз таки регулирует вопросы планирования территорий. И мы на сегодняшний день не готовы осваивать эти территории до тех пор, пока не будут решены в первую очередь это комплексно, со всей администрацией пригородных населенных пунктов, которые там расположены, должны решить вопрос первое по сельхозиспользованию этих территорий. Соответственно, для себя решат, что пастбищ вокруг населенного пункта не должно быть общим коллективным решением, то да, это вот первый вопрос. Дальше это размещение социальных объектов. Вся территория должна быть обеспечена социальными объектами, это школы, детские садики, культурные заведения, да, так как не загружать существующие социальные объекты ХТАС.
Если мы сейчас переведем вот эту зону, да, то все, конечно, вот пойдут в школу Хатаса, например, да, и такого не должно быть. У каждого вот такого большого пятна должны быть свои объекты. Но как этого добиться? Все знают, что вот эти территории, и правая сторона, и левая сторона от Покровска в свое время были предоставлены пайщикам совхоза Хатасский. Они имели по 3 га, теперь распределили эти территории кто по 10, кто по 8 соток, да, и каждый сейчас вот очень большое количество собственников появилось на этих территориях, и каждый хочет просто перевести вот эту зону. Теперь вторая задача, им надо объединяться. Им надо объединяться, определить место размещения социальных объектов, потом решить вопрос передачи этих социальных объектов городской администрации, чтобы там планировали строительство соцобъектов, школ, садиков за счет муниципалитета. И главное, чтобы не пострадали те жители, которые попадают на эти территории. На данный момент вот по правой стороне получилось, что чей-то участок попал на эти соцобъекты, он сейчас не может строиться, да, у него там появились обременения, ограничения, а кто-то не попал, он попал в зону ИЖС и взял и продал свои участки. Поэтому на сегодняшний день вот все территории, которые там расположены, там микрорайон Тускул, да, это правая сторона, они имеют все собственников. Соответственно, надо эти участки выкупать, и, соответственно, вопрос строительства школ и садиков на этих территориях, он откладывается уже на неопределенный период. И чтобы не было такого, да, освоение территории по левой стороне Покровского тракта будет именно с комплексным подходом. Так, это основные пятна, которые по северной стороне и по южной стороне подход будет именно вот такой. Так, освоение территории Сатала немножко похоже по освоению территории Тускула с южной стороны города, про который я рассказывал. Там разница в том, что земли пайщиков, здесь земли были предоставлены под сельхозиспользование в свое время Министерством имущественных отношений, и в последующем были переведены зоны под индивидуальное жилищное строительство. При этом как раз таки не было комплексного подхода по социальным объектам. То есть земельные участки, которые предусмотрены внутри этих территорий, они очень маленькие, и нет возможности там строительства таких крупных объектов, школ, детских садов. И поэтому сейчас проживает там очень большое количество жителей, которые не обеспечены социальной инфраструктурой. На сегодняшний день ставятся вопросы по освоению новых территорий. Это те территории, которые имеют вид использования под сельхоз использования, да? И предлагается перевести их в зону ведения садоводства. И, соответственно, ставится такой же вопрос. Не обеспечена существующая территория социальными объектами, и еще появляются новые объекты, которые будут составлять дополнительную нагрузку. Соответственно, сразу ставится вопрос, где социальный объект, в каком месте, какой мощности, какие земельные участки есть в наличии. Вот эти вопросы сейчас как раз таки задаются по новым территориям. И те граждане, которые попали на эти территории, как раз таки сейчас подходят на публичное слушание и задают вопросы. Трасса железной дороги, про которую я показывал на схеме транспорта, она как раз таки проходит рядом с этими территориями. И с обеих сторон от этой дороги будут санитарно-защитные зоны. С горы спускается как раз таки между территорией Сатала и Мархор. Вот существующие территории микрорайона Сатал и те территории, которые предусмотрены под сельхозиспользование. 9, 10, 11 и молодежный. Там, где есть большой пустырь, там планировали школу, как раз таки обсуждаются сегодня эти вопросы.
Эти переговоры сейчас ведутся, как раз таки эти вопросы обсуждаются. Вот социальные объекты, они показываются у нас вот, в разделе, где обозначаются объекты местного значения. Пока в генплане этих территорий нету. Вот на публичном слушании вот этот вопрос как раз таки ставили, и мы написали сейчас протокол, и по итогам публичных слушаний вопрос этот будет поднят на комиссии. Это мы коснулись именно Покровского тракта и села Хатас сейчас, да? Да. Да. А вот чтобы предвидеть, да, раз мы затронули этот район, вот все-таки там же зона железной дороги. Так, для этого мы открываем вот следующий раздел, это раздел транспорта. Есть отдельно карта транспортного обеспечения. И на этой карте как раз таки вот указываются объекты транспорта в городском округе города Якутск. Вот мы видим красной полоской, вот у нас мост планируемый, и с этого моста идет вот трассировка железной дороги. Мы видим о том, что трасса железной дороги сохранена. Пошли запросы, и на уровне Российской Федерации пришел ответ о том, что железная дорога в стратегическом будущем она должна быть. Поэтому на основании вот этих запросов мы получили ответ о том, что трассировку надо оставлять. Ну, соответственно, трасса остается такой же, как она была в действующем генплане. Но изменение здесь какое? Ну, в конце вот трассы, да, вот здесь на экране мы видим, да, о том, что по генплану действующему вот эта трасса доходила до речного порта. Но сегодня в связи с принятыми решениями переноса грузового речного порта на территорию правой стороны реки Лена в сторону Нижнего Бестяха, здесь вот этот отрезок у нас был исключен. И вот эта трасса будет заканчиваться в районе Даркалаха, в районе паромной переправы. Это одна ветка. Вторая ветка доходит до аэропорта. Она как в старом генплане была, так и эта трасса осталась. Какие изменения здесь еще в транспортной схеме? Здесь вот немножко изменилось. Ну, что осталось, да? Вот кольцевая вокруг города, она должна быть реализована в таком же виде, как было ранее в старом генплане. Здесь окружное шоссе и то, что вот пунктиром выделено, да, это те участки, которые сейчас не организованы. Ну, половина, можно сказать, она есть, и дальше надо вот выкупать земельные участки. Соответственно, вот поворот на Билибина, улица Устах-Избекова, и здесь остался вот небольшой отрезок, который надо будет выкупать. Некоторые части вот этого коридора реализованы, вот, в районе Селькаляха, улицы Красильникова, например. Ну и дальше идет по земельным участкам, которые находятся вот в кварталах. Продолжение должно быть по намывной территории, доходит до речного порта, рядом с 202-3 микрорайоном. И вот должно быть на Чеченко, выход на Чеченко, на Дзержинского. И вот должно быть вот такое вот малое кольцо. Так, далее. Второе объездное вот кольцо. Второе объездное кольцо, немножко изменилась трассировка. Вот в мастер-плане предложена новая трасса, да, вот Покровский тракт. Здесь вот проходит трассировка газопровода высокого напряжения, нагрузки. И вот в этом коридоре как раз таки вот в сторону горы идет новая объездная дорога. И под горой она должна обойти всю территорию населенного пункта и должна выйти на Амский тракт. Это визуально вот то, что сейчас расширяют до четырехполосное около Владимировки, да? Да. Это один из участков этой объездной дороги. То есть автомобильный транспорт пойдет по той же трассе, где идет сейчас реконструкция, расширение полос, да? И по этой дороге, вот с этой дороги
должен быть здесь организован перекресток, и с этого перекрестка в обход города должна появиться новая дорога, которая объединит Вилюйский тракт и Покровское шоссе. И дальше до Намского тракта. Соответственно, не заезжая в город, большие грузовые автомобили должны пройти по этой трассе. Ну, по транспорту так. Дальше можно перейти вот на другой вид документа. Следующие разделы, например, вот касаемо объектов инфраструктуры. Это электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение. Каждый раздел имеет свои карты. Вот разделы, например, водоснабжения, да, они учитывают полностью перспективу, далекую перспективу, да, десятилетиями. И все трассировки, все объекты, которые необходимы, они здесь вот указываются как раз таки. Вот. Поэтому мы заранее видим, куда должны быть подведены, ну, основные магистральные коммуникации. И по каждому направлению есть вот свои разделы. Те районы, которые вот, ну, не обеспечены инфраструктурой, сетевой инженерной инфраструктурой, да, они здесь вот указываются. Но вопрос вложения инвестиций вот в данном документе они здесь вот не предусматривают. Здесь показывается трасса, какие объекты должны быть, и дальше вот эти следующие, на основании вот этого генплана прорабатываются программы комплексного развития. Там несколько видов этих проектов есть комплексных, да, это по инженерной инфраструктуре, по социальным объектам и по транспорту. Вот это реализация вот этого проекта генерального плана. Ну вот давайте вот на базе вот этой карты я вот покажу, какие перспективные территории мы должны освоить. Да? Хорошо. Мы видим о том, что все развитие у нас должно в первую очередь случиться на тех территориях, где у нас есть деревянный жилой фонд. В первую очередь мы должны разобраться с этим. Поэтому мы вот в генплане показываем территорию 17-го квартала. Здесь вот красная территория. Значит, это многоэтажная жилая застройка. Территория вот микрорайона Звездный, воинская часть, тоже вот предусмотрена вот, территория для развития МКД. Территория Залога тоже. С одной стороны, конечно, жители вот Залога у нас недовольны тем, что сейчас в данное время не могут строиться, потому что там есть ограничения, как раз таки установленная зона генплана о том, что там будет многоэтажная жилая застройка. Но при этом надо понимать, что ну, развитие города, развитие новых территорий, оно в любом случае должно быть. Это практически центр города, и все об этом понимают. Но при этом генплан, он дает условия для развития, для застройщиков. Мы видим, что залы уже активно начинают застраиваться, люди уже видят вот эти изменения, ну и отношение уже совершенно немножко другое, да? Потому что участки выкупаются, но, конечно, все хотят построить там какие-то капитальные большие объекты, да? Но такого не должно быть. То есть разрешается ремонт, капитальный ремонт. Только, ну, федеральное законодательство вот, дает только такое право. Ну, на сегодня вот Залог, он может застроиться только силами вот застройщиков. То есть комплексное развитие территорий. При этом на сегодняшний день идет ну, договорные отношения. Насколько договорились, настолько и расселили. Но комплексное развитие территорий дает право застройщику через суд, да, если, допустим, ну, не приходит к единому равноценному вопросу, да, вот по выкупу, то дает право, ну, по оценочной стоимости, по рыночной стоимости покупать земельные участки. Ну, в том-то и преимущество от комплексного развития. Ну, на сегодняшний день по ИЖС пока эти вопросы только прорабатываются, да, вот по комплексному развитию, а по двухэтажным домам, да, которые расположены ну, на других территориях города, этот процесс уже идет. И так вот каждая территория, где имеются эти двухэтажные дома, она предусмотрена под многоэтажный жилой
Сайсары, Кирзавод, 86-й квартал, это рядом с озером Сайсары, да, большой квартал, да, и все участки, которые сейчас вот идут по комплексному развитию территории. Это внутри застроенных территорий вот новые участки строительства. Аэропорт вот Можайского там тоже хотели строить. И вот на сегодняшний день этот вопрос уже решили, да? Да, есть вот 7-я подзона, которая перекрывает большую часть города. То есть и вопрос этот был как бы поставлен перед Росавиацией, и сейчас вот согласовываются новые территории 7-й подзоны. То есть теперь уже будет приниматься о том, что если будут мероприятия по шумоподавлению, то есть появятся две зоны. Будет одна вот там, где вообще ничего нельзя строить, и будет зона, где при исполнении мероприятий по шумопоглощению, то есть строиться возможно будет. И 17-й квартал как раз таки попадает под эту территорию. И сколько планируете строить этажей там в 17-м квартале? Или уже еще не ясно? Ну, есть застройщик, который зашел по комплексному развитию застроенной, ну, по комплексному развитию территории, КРТ так называемое, да, это Республиканское ипотечное агентство. У них есть мастер-план, и высотность там не такая уж и большая, не максимальная. И отдельно разрабатывается мастер-план. Насколько я помню, там 8-9 этажей было. Кроме этого, генплан предусматривает намывные территории. Это уже как бы последующий этап. Когда закончатся вот эти все территории, то последующий этап этого данного предложения 203, 204, 5, 6, да, вот такими кварталами на намывных территориях. Здесь вот мы в прошлом году с помощью правительства республики и с помощью фонда Дом РФ, да, получили мастер-план города Якутска. Это документ градостроительного характера, но он имеет экономическое обоснование. То есть там конкретно указывается срок и конкретно указываются точки роста города. И в том числе вот, одной из точек роста являются вот намывные территории. И здесь вот предусмотрена жилая застройка, но при этом очень много территорий занимают такие образовательные кластеры, которые должны снять нагрузку с центра города. И дальше вот есть еще возможность резервных территорий для освоения территорий, да, в сторону реки. И тут я хочу перейти на карту по чрезвычайным ситуациям, да? Что здесь нового? Здесь мы видим вот берегозащитное сооружение, которое предложено для того, чтобы обеспечить территорию городского округа от воздействия, обезопасить от воздействия паводков. Вот от мыса до мыса по периметру вот должна появиться эта дамба. На этой дамбе будут устроены шлюзы, шлюзы-регуляторы, которые регулируем, будут пропускать воду. И в связи с этим вот эти территории, которые будут защищены, они не будут затапливаться. Соответственно, появляются огромные территории для освоения. Ну, в этом генплане мы их показываем как открытые лесные территории, ну, зеленая зона, да, и есть как бы резервные территории. На сегодняшний день они показаны как сельхоз. Но факт, что здесь все будет в безопасности, эта дамба перекроет доступ паводковых вод на территории города. Это даст возможность гражданам, которые подпадают на зону затопления, даст возможность построиться. Потому что многие участки вот у нас в пригородах, да, и на территории города тоже попали под зону затопления. Зона затопления устанавливается Министерством экологии,
и определяется путем замера отметки уровня земли, да, и на сегодняшний день оно остановлено по факту, где заниженные места, где возможно затопление раз в 100 лет, все они включены в зону затопления. И в случае появления вот этого защитного сооружения в виде дамбы, то есть этот вопрос вообще отпадет. Генеральный план, он здесь показывает многоэтажную жилая застройка. Этажность там 8, 9, 10, 11, там сколько этажей, вот он здесь вот не показывает. Это уже в проекте планировки при квартальной застройке определяется вот эта этажность. И когда заходит застройщик по комплексной застройке, он обязательно представляет мастер-план. А в мастер-плане оказывается и экономика. И экономика, и визуализация зданий, как они должны выглядеть. Это все вот показывается в мастер-плане. Стоянки для машин и благоустройство территории и так далее, и так далее. Все Да, это учитывается. И озеленение там должно быть, да? Это все учитывается, это все показывается визуально, чтобы инвестору все было понятно и доступно. Основной принцип застройщика будет как? Они должны будут сами выкупать, или это администрация выкупает, и потом на торги выставляет? Вот согласно комплексной застройке, застройщик заходит вот целиком на всю территорию, он сам по графику выкупает эти ветхие аварийные дома двухэтажные, а всю свободную территорию вот, в пределах этой территории предоставляется для застройки. И условия выкупа там тоже в соответствии с этим законом, они чуть лучше, чем вот просто самому подойти и выкупать у этих собственников жилья. То есть это наиболее удобная форма застройки общей территории. Ну, комплексная застройка тоже делится вот на уровни, да. Вот там, где заходит республиканское ипотечное агентство, РИА, там это республиканский оператор. Ему 100% государство возмещает затраты на расселение ветхого аварийного жилья. То есть 100% возмещает. В этом и выгода. Поэтому вот большие наши проблемные участки, как 17-й квартал, они будут застроены. Кто будет контролировать вот эти зоны застройки? Контроль-то простой. Мы в зоне, вот на основании генплана устанавливаются правила землепользования застройки. Там есть определенная зона, в соответствии с которой на этом участке отводы земельных участков не осуществляется. Все идет на основании вот этих документов. Соответственно, не выдается разрешение, и земельные участки там не располагаются. Вот если они уже там есть, заранее как-то так получилось, помните? Если они заранее расположены, у них будет ограничение в части нового строительства. То есть они будут жить, никакого ограничения там, проживания не будет в использовании, да? А новые объекты они не могут построить. И когда придет город уже по генеральному плану, захочет там парк поставить или лесозону, они будут выкуплены, да, и предоставлены другое, да, равноценное жилье. Да, если там вот, начнется строительство вот этой дороги там, или какого-то квартала, эти участки будут выкуплены, конечно, в соответствии с законодательством. И вот на сегодняшний день генеральный план, да, у вас он даст нам какой импульс с точки зрения, если Гордума его принимает, какие решения населения, что на население города этот генеральный план даст на сегодняшний день. Вот я живу сегодня, завтра генеральный план примут. Для населения уточнятся зоны использования территорий. То есть могут быть исключены какие-то ограничения. Или наоборот, могут быть включены какие-то ограничения, да, если там что-то будет предложено. Да, вот для населения вот так вот. Это условия игры. Условия игры условия для развития территории города. Они уже допущены ошибки. Их возможно исправить? Или генеральный план не дает права исправлять? Генеральный план до этого уровня не доходит, до границ этого земельного участка, до проездов. Это уровень проекта планировки территории квартала, проект планировки межевания территории квартала. Здесь укрупненная зона показывается.
Так? Дальше же правила землепользования его на меньше подвиды делит, а дальше же проекты планировки уже рисуют, где какие проезды, где какие там границы земельного участка, где можно сделать перерезку. Это же проект планировки. Там, где не обеспечено проездом, да, это в основном те участки, которые получили по каким-то старым своим документам, то есть в обход окружной администрации. У нас есть проект планировки, который четко дает понять, где должен быть проезд. То есть таких участков необеспеченных проездов в наших документах нет. Это те, которые по какой-то амнистии получили. То есть дает Росреестр дает право оформления по старым документам без согласования. Соответственно, вот человек получил, оформил, может быть какой-то период использования там территория была открыта, а кто-то пришел и по документам огородился, и начинаются эти проблемы. Такие вопросы мы сейчас вот решаем, и дальше надо всех, получается, двигать. Администрация просто их может собрать, координировать, помочь договориться. Кому-то сдвинуться, кому-то это, где-то открыть этот проезд. И вместе сообща они должны решить общую проблему. Но в рамках законодательства это все должно быть. А на сегодняшний день хотелось бы сказать нашим жителям, да, куда заходить, все это смотреть, что... Основной документ, на котором расположены все наши документы, все документы, это геопортал города Якутска. Этот портал постоянно актуализируется. Все изменения, которые сейчас принимаются, они автоматически через наш Центр информационных технологий попадают туда. Геопортал города Якутска. Если поисковики набрать, это сразу находит. Многие пользуются этим документом. И он синхронизирован с публичной картой Росреестра, поэтому все слои, границы земельного участка с наложением на генплан, на правила землепользования, они все там, все видны там. И по каким-то вопросам, если там действительно что-то не так, надо приходить сюда или куда-то обращаться? Да, если есть вопросы, там, изменения градостроительных документов, если что-то не соответствует, соответственно, они обращаются в департамент градостроительства. Если, например, зона по правилам не соответствует или по проекту планировки, там что-то не так, то каждый гражданин имеет право вносить изменения. То есть он обращается, вопрос рассматривается на комиссии, и после этого, если разрабатывается проект, то он идет заказывать проект и переходит к нам на утверждение. Если меняется правила землепользования и застройки, это мы рассматриваем на комиссии, потом вносим на рассмотрение Якутской городской думы. То есть раз в квартал мы обязательно вносим изменения. И когда рассматриваем, за этот период обычно около 40-50 вопросов от граждан и юридических лиц бывает. И так периодически весь год мы отрабатываем эти правила землепользования и застройки. Что вы могли сказать нашим горожанам, показав этот весь план, что вы в заключение можете им сказать? Так, хочу сказать о том, что многие ждали утверждения этого генплана. Мы наконец-то подходим к этому процессу утверждения, и желаю, чтобы быстро приняли эти изменения, и чтобы эти изменения вступили в силу. И если есть какие-то ограничения у жителей из-за того, что не соответствуют градостроительные документы, и чтобы скорее люди получили возможность освоить свои территории, строиться, и жить комфортно.